Всем мира и добра. Спасибо, что пришли. Сегодня у нас в гостях антитеррор. Наверное, все его знают. А кто его не знает, он представится и скажет, а, ну, кем он является, какое его вероубеждение и так далее. Если антитеррор, представься, своими словами, может быть, за 2 минуты где-то так. Расскажи, кто ты такой. Спасибо. Ну, я по национальности чеченец, по вероисповеданию я язычник, являюсь блогером, который критикует и разъясняет и показывает другую сторону медали по имени Ислам, которую имамы и муллы не показывают и не открывают. Вот этим я занимаюсь. Спасибо. Первый мой вопрос к тебе, антитеррор, заключается такой. Как ты был, наверное, мусульманином, потому что ты чеченец, как видно, что ваша национальность является мусульманской. Что тебя подвигло и какой у тебя был первый сдвиг дать сомнению исламу в сердце твоем? Первое, я дальше не разбирал ее, у меня времени не было. Первое было, что меня ошеломило, это то, что Мухаммед в старческом возрасте женился на 9-летнего ребенка. Я чуть с братом не подрался, но с двоюродным. Он говорил, это так. В общем, а я ты что вообще, сам ничего не знал про ислам. В общем, так это у нас как-то закончилось. Потом уже я начал вот эти все в соцсетях входить в тему, споры вот эти все, там, суфии, не суфии, в общем, и перешел я сразу стал ваххабитом, поскольку только эта и сторона везде пихается, особенно в русскоязычном пространстве, везде только ваххабизм, оно финансируется, поэтому и результаты дает. Ну и потом я наткнулся на коранические аяты, которых я никогда не читал. Хотя, в общем, со всеми спорил, вообще считал себя на истине. Мне просто кинули аяты. И я понял, что я сейчас прочитал то, чего я никогда не читал. Ну и заинтересовался, в общем, и влез в вот эту кораническую среду, скажем так. Начал изучать, начал, в общем, вот эти хадисы тоже отвергать. Потом по чуть-чуть у меня чуть разум развился, нейронные связи я тоже развил. Начал изучать и историю, помимо ислама еще что-то начал изучать. Ну и для меня никакая моральная сторона или еще что-то на меня не подействовало бы, потому что я выстроил коранический ислам в своем разуме, а его можно оттянуть, затянуть, в общем, как пластилин, как Нео, он вообще неуловимый на первый взгляд. И что бы кто ни говорил, это на меня не действовало, у меня всегда был свой чистый ислам. И что бы кто ни сказал, это все было там придумано вот этими врагами ислама, арабами и так далее. Ну и отойдя, абстрагировавшись от ислама, вообще размышляя о том, кто я, что такое я, что такое вечность, что такое бесконечность, что такое душа. В дискуссии именно в этой дискуссии у меня развились еще нейронные связи. И уже на ислам я вернулся, после этих размышлений,
уже с новым взглядом, как бы, и предопределение, вопрос предопределения, в общем, первый вопрос, и как бы он окончательный, а остальные все моменты, вот эти все аморальные, противоречивые, я их вообще не знал и не замечал до этого. Вот первый и единственный вопрос – это вопрос предопределения. Он как бы мне выявил противоречие ислама сразу так, скажем так, на 90% ядерный удар в мозгу. 10% я как бы еще старался, пытался, цеплялся, возвращался, сомневался. Ну и дальше, начав изучать и все эти противоречия, все эти, в общем, моменты, аморальность и другие мифологии, их связь и вообще саму систему империи, ее роль, ее интересы, ее инструменты, которые она придумывает для управления разных империй, в общем, и так 100% завершилось изъятие или выдавление из меня ислама. Спасибо. Очень интересно. Опыт. Я понимаю, что ты находился среди чеченской, если чеченская национальность, там ислам очень сильно прилип к вам. Как твоя семья или как Коренными твои зубами. родственники, как твоя семья, как твои родные отнеслись к тому, что ты начал сомневаться в исламе? Ну, по-разному. По-разному было Не было ли у тебе меня. страшно? Да, не было ли тебе страшно, что скажут мои родители или, или еще что-нибудь такое? Не, в этом плане я как бы, наверное, из другого теста чуть-чуть. Если правда, то мне авторитетов нету. Если что-то является правдой, то у меня по жизни не было авторитетов, и как бы поэтому именно я и принимал все эти доводы, переходя из одной секты в другую, потому что это были доводы, доказательства. И как бы правда для меня это высший авторитет, и никто не может, скажем так, как-то противостоять моему разуму в этом. И поэтому, наверное, по-разному отнеслись, кто-то как-то, ну, как обычно, может быть, у мусульманина или любого христианина или еще кого-то, когда он меняет религию или говорит, что он больше не принадлежит к этой религии, или он атеист. Ну, как в таких консервативных религиозных семьях бывает, как у всех. Вот точно так же. Ничего особенного. Вот так. Хорошо. Что ты узнал о Мухаммеде, когда вот ты уже начал отходить от ислама, и ты начал узнавать о Мухаммеде то, что ты не знал, когда ты был в исламе? Что тебе такое возмущало? Что ты то ты верил, то ты не верил, то ты себе искал оправдания, что это не так. Были ли у тебя такие моменты? Ну, о Мухаммеде я, оказывается, практически ничего не знал. А, В общем, я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Когда ты начал изучать что-нибудь, ты узнал больше, не то, что он женился на 9-летней. а, Ну, ну, конечно, вот, конечно, вот конечно. что-то То, о чем... расскажешь, да, вот помимо этого, что тебе еще сподвигло, понимаешь? Не может же один фактор тебя смущать, потому что я не думаю, что тебе из-за одного фактора ты начал сомневаться. Ну, я, в общем, как я уже сказал,
практически ничего о нем, оказывается, и не знал. А все, что о нем говорили, я узнал, что это было ложью. Ложью в том плане, что все вот эти моменты, которые рассказывают, которые преподносят имамы, муллы, они, ровным счетом все наоборот. То есть они полностью 180 градусов в другую сторону врут. Наоборот, полностью все. Я узнал, что он был великим трусом, что он был женоненавистником, ну и, скажем так, мягко, неграмотным абсолютно. И что он руководствовался чисто с практической точки зрения, используя и руководствуясь теми знаниями, которыми он обладал, чисто практической точки зрения. Я узнал, что умнее, чем он, были Абу Бакр и Умар, которые всегда наставляли его, которые всегда исправляли его, которые заставляли его, по-ихнему, это не спаслать аяты, а по мне это заставляли Мухаммеда издавать законы, которые нужны для ихней бандитской мафиозной группировки. Я узнал, что он не мог контролировать свой половой орган. Я узнал также, что его приближенные не могли его контролировать. В этом плане были очень слабаками. Ну, я узнал, что он еще и, скажем так, по тем временам, конечно же, это не столь можно вину вкладывать обычному человеку, но когда говорят пророк, то это уже, что у него есть какие-то, фетиши в сексуальном плане. В плане, что я имею в виду, что рай он и своим приближенным вечное наслаждение, их понимание, это было вечно лишать женщину девственности. То есть приносить боль женщине – это ихний рай. Это чисто патриархальная мафиозная группировка, которая не мать, и понятно, Мухаммед не имел мать, и понятно, почему он психически, у него не было понимания такого, что женщина, мать, сестра, святое и так далее. В общем, и остальное, в общем, многое. В общем, такое. Есть такое, я много, то есть, с твоей национальности ребятами, которые заходят сюда, тоже разговариваю, и они говорят такую вещь, что ислам полностью совпадает с чеченской культурой. Согласен ли ты с таким высказыванием? Конечно, не согласен. Я, как и говорил, у них все наоборот, полностью. То есть они врут так, что нормальный человек, вот хороший человек, добрый человек, никогда не придет ему в голову, что этот человек, мусульманин, который перед ним стоит, может врать настолько. То есть они настолько наоборот врут, чтобы ты даже не подозревал, что они могут так лгать. То есть чеченские традиции – это чисто европейские традиции. В плане уважения к женщине, уважения к старшим, законов, морали, справедливости. И чеченские законы, они полностью, и традиции, они не только не схожи, а они просто друг другу противоположные. Как в индуизме асуры девам, как асатры, асы девам. В общем, это полностью как тьма против света, как
как это еще, как инь-янь. В общем, это настолько противоположные мировоззрения и морали, что тяжело поверить, что настолько они врут нагло, что говорят, что ислам схож с чеченскими традициями. То есть тебе даже в голову не придет. А это полностью наоборот, все абсолютно. Мгм. А если такое, за что бы ты похвалил бы мусульман? Мусульман. Вот их религию бы ты похвалил. Есть ли такое? Как ты думаешь? Если честно, нет. Нет Мгм. там ничего похвального. Понятно. Понятно. У меня еще такой есть Или я вопрос. не знаю, может, слишком много негатива, что мне сейчас не дает увидеть там в бочке вот этого канализации какую-то чистую, не знаю, каплю воды. Может быть, и есть, но я ее не вижу. А. Сейчас пошла новая тенденция. Наверное, ты разговаривал с такими людьми. Сейчас такое новое движение начинают отвергать хадисы, Бухари, Муслим и так далее, и только принимать Коран. Как ты на это смотришь? Правильно ли они делают или нет? Не, это они не делают. Они просто с кафирами, с кефирами, с христианами так выстраивают себе позицию, чтобы легче было спорить. То есть для них нету никакого бога. Ну, для них я имею в виду именно вот этих спорщиков, вот этих, которые виляют, которые лгут, которые нагло просто пытаются, короче, свое именно не сама религия или вера или Бога преподнести, а именно свое мнение. Как бы. Это чисто у них такая тактика. Да признают они все хадисы, признают они все, они признают. В общем, вот такое дело. А ты слышал такое движение коранизм? Да, конечно. Я сам Как ты, был. вот, да, они вообще говорят, что хадисы это сказки, там, придуманные с перцами, и не принимают их. Вот чисто Коран принимают. Говорят, что в Коране истина. Ну, коранизм, как бы это, коранитов можно, как бы, скажем так, в общество пустить. Или с ними можно договориться. Это люди думающие, понимающие. Да, они во что-то там не до конца из чего-то вышли. Ну, захотелось им остаться. Верят они. Они настоящие верующие. Они верят. Они нигде не ходят. Они никого там не призывают. Как бы. Ну, своих, может быть, мусульманинами они как бы спорят, что-то там говорят им. Не оскорблять пророка, там, хадисы, ложь и так далее. Но, в принципе, миру, людям они как бы не мешают. И Мгм. если допускать ислам, то его можно только в кораническом понимании его допустить. Остальные это у нас сейчас в мире сумасшествие, кто-то взломал матрицу, террористов пускают с общества людей. Но это Мгм. ненормально. Скажи-ка, из вот этих столько есть, ну, там 77, я не знаю, сколько там течений в исламе есть. Из них кого ты бы определил бы как самых опасных? Самых опасных. Да салафиты. Не, салафиты это, ну, это не опасные, потому что они тупые, их видно, их можно за километр вычислить, как бы. Я думаю, что это просто, ну, это как бы, бояться надо именно тех, кто вот этим салафитам недовольны, которые говорят, там, у нас нет силы, там, надо хитрить.
надо притворяться и так далее. Вот такие там я слышал, какие-то братья-мусульмане, в общем, я точно не знаю, как она называется. Ну, в общем, кто такие вот, про такие говорит, короче. Вот этих надо, в общем, бояться. Салафиты, да, они как бы, их видно, и можно там ров сделать, стену построить и отгородить их как бы. Это не так опасно. Опасно. И вот именно вот эта Саудовская Аравия, она тоже очень опасна. Она рукопожатна и еще заодно выпускает как завод террористов, обучает их и туда едут, учатся готовить террористов, разъезжают потом по всему миру, по домам. И там уже создают эти террористические ячейки и распространяют этот ислам. Ну и вот такое тоже. Да. А к чему антитеррор? Вот чему ты призываешь? Что ты хочешь, чтобы... У тебя есть такая... вот ты делаешь блогерством, занимаешься, говоришь, учишь. К чему ты хочешь призвать людей? Ну, в первую очередь, правды, ну, в своих, как бы, в своем обществе, как бы, я призываю к своему родному. Так, в общем, к открытому диалогу, чтобы люди общались аргументами, доводами и доказательствами. Они рубили головы друг другу. В общем, Да. и все как бы. Да, я с тобой согласен. Я вот тоже очень много раз разговариваю с ними. Большинству мне приходится сперва им доказывать, что эти ученые являются авторитетными, чтобы они его принимали. А потом, кто как говорит о хадисах и о мнении ученых по поводу каких-нибудь там вопросов. И сейчас тройная работа началась. Раньше такая, я же поэтому тебе говорю, антитеррор, что сейчас мусульмане, такая тенденция пошла, что они начинают там вилять, как ты говоришь. Виляют направо, налево, не принимают них, а начинают говорить, там, весна, там один человек там появился, мы его не знаем, доверия нету, но в другом иснате смотрим, что этот человек есть, и там пишут, что доверие есть. Ученый другому ученому противоречит. Ихняя религия основана на шархе. Здесь все знают, я люблю говорить на них, что ваша религия основана на шархе. А какой у тебя опыт разговорами с ними? В общем, слабые хадисы я, конечно же, им не читаю. Но я вот тоже в последнее время, ну, недавно понял эту фишку тоже. На одних сайтах они пишут недостоверный, на других сайтах он достоверный. И Сахих Бухари тоже они сделали вставку. 5105 Сахих Бухари, где там Бухари приводит хадис. Если, играя с мальчиком, ты случайно зашел ему куда не надо, то жениться на его матери нельзя. Да, я читал этот И, хадис. И он достоверно и вроде. там, да, в Сахих Бухари они под ним Да, да, да. сделали вставку, что типа в передаче есть какой-то Яхья, Язид, он неизвестен и ему не следует. И дальше идет. Но Сахих Бухари говорить такое, это вообще какой ужас. Нахрена он приводит хадис, который сам и говорит, что они достоверны, он приводит его в сахихе, где единогласному мнению нету ни одного недостоверного хадиса. Да. Они это позже сейчас начали, они свои следы, короче, там, кровавые.
Антитеррор, что ты скажешь про шейха очищают. Альбани? Про шейха Альбани, что ты скажешь? Шейх Альбани, ну, Да. это обычный, как бы, вот этот ихний работник, который там, что им уже по времени 20 века, когда уже, у них же есть уже заложено там 100 лет, каждые 100 лет Аллах посылает обновителя там религии. То есть по времени они, ну, в этой самой религии это уже понятно, потому что к тому моменту, когда возникал ислам, уже был опыт египетской эволюции религии, зороастрийской эволюции религии, иудейской эволюции религии, христианской эволюции религии. То есть за тысячи лет эти религии с многобожия доходили до единобожия, до общей государственности, империи, до единого народа и так далее. Следовательно, и Бог как бы единым становился. То есть уже, наверное, понимая все эти жрецы, уже себе там сделали как бы ставку, там каждые 100 лет приходит какой-то обновитель религии. Ну, как такое может быть, если религия там до судного дня уже изложена, все разъяснено и положено. И как бы обычный вот этот, который по времени уже, ну, новый халиф приходит, новая династия приходит, и, следовательно, новые ученые, которые там разбирают что-то, и, там, типа, халифу и политики не подходят, говорят, это недостоверно, это достоверно, там, и подстраивают ислам под, скажем так, под интересы каждой формации империи, арабской, тюркской, ну, кто причисляет себя именно к исламу. Вот такой один из них. Да, просто когда ихних ученых читаешь, там, иногда они говорят, что Ибн Аббас ошибался, там, Ат-Табари ошибался и другие ошибались. Вот, но мой шейх, мой сосед, вот, он говорит истину. Он там нашел, что опровергнул всех ученых. И когда они мне так рассказывают, я тройное сальто делаю, говорю, это ужас. Я не знаю, зачем тогда вы там 1300 лет слушали этих ученых, если они в этом ошибаются. Даже здесь, вот, например, ты, наверное, слышал, наверное, тебе говорили об этом мусульмане, но я тебе тоже этот вопрос задам, что сейчас, например, сомнения ставят, что Аише было 9 лет, именно сунниты. Как ты на это смотришь? Они там находят, там, как-то разбираются в каких-то вычислениях и говорят, что ей не было 9 лет. Но это опять же демонстрация полного отсутствия чести, морали, справедливости, хоть какого-то стержня. Имея на руках около, не знаю, штук 30 хадисов, где Айша сама говорит, что ей было 6 лет на момент сватовства. Вошел он в нее, когда ей было 9 лет. Когда ей было 18, Мухаммед умер. И не считая вот этих всех Сахих Муслим, Сахих Бухари, хадисов, что ее игрушки были с ней, что она с подружками играла в куклы в доме посланника, что ее откармливали, чтобы перед тем, как отправить к Мухаммеду, длинными огурцами и финиками. Мгм. Это Да, чисто, ну, отсутствие всякого лица, конечно. наглость. Я с тобой согласен, потому что об этом Ан-Насаи говорит, Аби Дауд говорит, Тирмизи говорит. Очень много на это труды есть. Очень много ученые спорили с шиитами, которые утверждают, что ей было 18 лет. И шииты говорят, что ей было 18 лет, но шииты еще упоминают, что она была замужем, она не была девственницей. Вот теперь же мой еще такой вопрос. А что ты скажешь про шиизм, брат? Но шиизм это то же самое, просто в другой руке. Мне как бы мой народ шиизмом не болеет, у нас суннизм, как бы, и я и не интересуюсь им. Это одно и то же. Мгм. Понятно.
Но А, там, если сравнивать с суннизмом, то, конечно же, в шиизме как бы для науки и так далее чуть-чуть свобода есть. Но то же самое. антитеррор, а что тебя подвигло к язычеству? Ну, то, что это возврат к корням, к предкам. Что ты можешь нам рассказать о нем, вот, о язычестве? Что тебе туда тянет? Что ты чувствуешь, как у себя дома? Что это твое? Вот как ты это понимаешь? Ну, ну, это обычно, как я и говорю, это связь с предками, ну и связь с остальными людьми, понимание единства всего, а, справедливости, истинности, потому что язычество – это то, что есть. То есть там не придумывается материальный мир, нематериальный мир, черные дыры, там, душа. Все очень просто. Все есть Бог, и Бог есть во всем. И все едино. Все едино. Есть Понятно. вода, вот вода есть. У воды есть своя сущность. Ну, там, назови ее, не знаю, Хинана, Тушали. А все это как бы проявление одного источника силы. Ты знаешь сегодня, что такое молния? Ну, то, что ты знаешь, ты видишь, то ты и признаешь. Вот есть молния, вот молния есть. Ее некая высшая сила дает. То есть ты не придумываешь, ты не усложняешь, ты не пытаешься лохануть, ты не имеешь эту хитрую, ты не воспитываешь эту ехидную, хитрую политику. То есть у тебя есть стержень, у тебя есть честь, у тебя есть бесстрашие перед на правде. И как бы тебе все равно вообще. Ты счастлив. Ты знаешь, что ты на правде, ты знаешь, что ты со своими предками встретишься достойно, что ты отдал дань уважения им, а также и Богу, а также и всему сотворенному им. Как бы, вот такое дело. Я вижу, что у тебя скандинавские боги, да? Если я не ошибаюсь. Ну, ближе. Ну, мне нравится сам мотив, и то, чего он несет, и то, чему он учит, нежели вот это именно исламские, библейские мотивы, воспитывающие трусость, аморальность, женоненавистничество, сутенерству, геноцидам, всяким представлением ложного, плохого, представляя это чем-то хорошим, благим, добрым, богоугодным и так далее. А тут как бы открытие, новые земли, воинственность, справедливость, честность, уважение, честь. Все это старое мне как бы импонирует, и много мудрости именно вот эти мифы, связанные с этими людьми, несут, что отражает, что меня знакомит с людьми, которые именно непосредственно верили в эту мифологию, ну и создавали ее, и их культуру, и их мировоззрение. Как бы это я считаю ближе. Сравнение. Вот я хочу сделать, чтобы ты сравнил как нейтральный человек. Для тебя сравнение Иисуса и Мухаммеда это одно и то же? Или ты даешь им разные объяснения? Именно Христа и Мухаммеда. Конечно, конечно. Мухаммед это как бы фигура Мухаммеда и его мифология, построена вокруг него, это бурные фантазии дурного разума из бездны
животного начала человеческого, из бездны, где нет дна. А Иисус, он как бы, под Иисусом собрано как бы 3000-летнее развитие египетской мысли, философии, а также от них непосредственно перекочевавшая греко-римскую империю философия. И как бы это на самом деле, ну, как небо и земля разные фигуры. Если Оно что-нибудь, невозможно никак сравнивать, помимо того, что они оба как бы восходят к иудейским корням. Вот в этом вот иудаизме как бы можно как-то там какую-то связь найти. Но более углубившись в христианство, ты все же понимаешь, что оно так как бы далеко ушло от иудаизма, что приходит иногда мысли, что может быть и наоборот. Иудаизм от христианства. Настолько все четко. понятно. А есть ли что-то такое, что тебя притягивает, например, учение Иисусу, ну, Иисусово учение о любви, ну, и так далее? Ну, Иисусе мне нравится все, единственное, кроме вот этого Ветхого Завета, изучения одного этого народа, которого не было, не существовало тогда. Вот и как бы мне не нравится, что выбирают одного чемпиона и как бы других порождают вот это чувство соперничества. Отсюда и абсолютно не имеющие основания все эти неприязни, ссоры, вражда и так далее. Нету никакой богоизбранности у еврейского народа. Более того, они, можно сказать, далеко от развитых народов, которые уже 2000 лет развиты, только-только отошли от своих этих глупых первобытных мифологий и как-то стали на ногу, встают на ноги. И как бы единственное, это мне не нравится, что Рим приписался, такой развитый, приписался к вот этим именно варварской, абсолютно, ну, по нашим меркам, скажем так, по сегодняшним дням, абсолютно первобытным вот этим законом странным и примазался к этому Богу. То есть фактически легализовал и сделал божественными варварские законы иудейских вот этих племен. Вот. Кроме этого, само учение Иисуса, оно как бы пару моментов, если убрать, там, несопротивление злу, это самое главное, это, ну, это очень тоже разрушающая структуру, как бы, то, какими нас создал настоящий Бог, тоже механизмы там имеются, ну, моменты. В остальном, как бы, ну, миролюбие, как бы, для простого народа, как бы, нормально. Для паствы нормальное, скажем так, учение, путь. Тому, ну, есть же люди, скажем так, с уклоном в рабство, там, нужен хозяин, им нужен путеводитель, им нужен какой-то вымышленный друг, какой-то Санта-Клаус, кто-то болезни, кто-то душевно больной и так далее, и так далее, и так далее. Вот для таких людей можно допустить такую религию в обществе, если допускать. Но опять же, мне категорически не принимаю момент, и, возможно, я даже и принял бы христианство, если бы, опять же, не те причины, которые я назвал. Установление как бы мишени на одной и изучение истории одного народа, их родословного, их мифологии, тем более такой мифологии, где главный отец
ходит из-за трусости, из-за того, что с ним что-то сделают, свою родную жену по совместительству, сестру подкладывать под разных людей и обманывать людей. То есть, ну, само учение и так далее. В общем, такое дело. Да. А у меня такой следующий вопрос. Антитеррор. Я слышал, что один раз ты себя христианином считал. Это просто слухи были или это было на самом деле так? Не-не, я христианином себя не считал. Значит, это были слухи. Хорошо. Следующий такой вопрос. Мусульмане утверждают того, что они есть и самые истинные единобожники. Согласен ли ты ихним утверждением? Ну, конечно, нет. Это самые настоящие многобожники. То есть у них вообще Бога там нет. Их боги это именно вот это религиозное вот это жречество. То есть они никогда Коран не читают, они даже боятся, они там не на арабском что-то там слышат вообще из ислама. Типа это только на арабском, ты знаешь арабский? Нет, я не знаю арабский, это только он арабский знает, кто он может только там говорить и так далее. То есть чисто что им вот скажут в мечети, то они и делают. Как бы. Вот их боги, вот они. Мгм. Что ты скажешь еще, что-нибудь добавишь? Вот что я тебе задавал вопросы, которые... Что ты можешь добавить, рассказать? Ну, пока в голову ничего не приходит. Если М, честно, если у кого-то там будет вопрос или еще что-то, Да, я сейчас уже, может наверное, подспросить. начну, потому что ты уже, все тебя уже знают, ты популярная личность. А, Если что, ребята, подписывайтесь на антитеррора группу. Иногда просто антитеррор тебе нужно на русском немножко разговаривать. А я иногда хочу зайти послушать тебя, но, а, увы, я не знаю чеченский язык. Ну, мы как бы пытаемся как-то, а, скажем так, 50/50, но обычно с нашими людьми как бы не всегда получается. Есть и, ну, не в России живущие, давно уехавшие из России там. Есть в России живущие, но не знающие, не понимающие хорошо русский язык и как бы не умеющие разговаривать или стыдящиеся на нем чуть-чуть разговаривать. И как бы, как с гостями, как получается, вот, если русский понимает, на русском общается, то с ним как бы на русском разговариваем. Да. Ну, давай тогда слушатели пусть зададут вопросы, потому что здесь многие хотели тебе задать вопрос. Давайте, кто первый хотел бы задать вопрос? Вот здесь есть обрезанный какой-то. Задавай вопрос, обрезанный. Именно такой вопрос. Чеченский язычество, он сохранился или как ты к этому следуешь вообще, если, по сути, это религия мертва? Ну, язычество это не такая религия, как, например, со своими вот этими именно установленными какими-то ритуалами и так далее. Язычество, прежде всего, это понимание духовности этого мира, понимание единства его, и культ уважения к предкам, и прежде всего термины, какие-то сакральные, священные, скажем так, моменты предков,
которые они там выполняли, уважали А кто и Верховный еще Бог? такое. Верховный Бог, опять же, в язычестве, оно как бы, оно не догма. Язычество это не догма, это восприятие мира, какой он А, есть. что вы говорите? Догмы есть. Я могу дать пример там. Ну, Связано. наверное, у каких-то языческих, ну, надо понимать, что язычество это помимо иудаизма, христианства, ислама, буддизма, индуизма, это не обязательно какая-то единая общая религия язычества. У каждого народа свои религии какие-то, нашим сегодняшним названием, термином, если пользоваться, религии были. Это вера. У каждого народа и даже в каждом народе, у каких-то племен разные были свои вероубеждения, почитание чего-то. И то, что их окружало, то они и уважали. А солнце уважали все, потому что оно светило над всеми. Поэтому по всему миру мы находим культы солнца. То есть это не обязательно там возвращение к идолопоклонничеству и так далее. Но бывает разное. В моем понимании язычество это прежде всего признавание реальности, то, чего есть, и не придумывать то, чего нету. Значит, я хочу напомнить И на слушателям, родном своем, именно культ предков. Тот язык, на котором они разговаривали, то, что они уважали, и к ним уважение их не забывать и так далее. Прежде всего, самое главное вот это. да, я хочу напомнить слушателям, пожалуйста, задайте один вопрос. Здесь сегодня у нас ни диалоги, ни дебаты. Если с антитеррором хотите дебатировать или что-то ему доказать, что вы можете ему написать в личке, наверное, он вам не откажет. Поэтому давайте следующий вопрос. Мой друг... Можно я задам хадис? Ну хорошо, Рома, ты потом задашь. Давай, Амир, задавай. Да. Антитеррор. Здесь есть и мусульмане, и другие христиане, например. У меня такой вопрос. Если ты, например, найдешь у кого-то вот истину, да, которая истина есть же, да, ну, на твоем смысле, вот если истина, ты примешь ну, эту религию или не примешь? Конечно, приму. Мне-то что? Мне вообще, мне без разницы. Правда, все, без никаких проблем. Что бы это ни было. Если это правда, я это принимаю. Ну, ты размышляешь, да, когда читаешь что-то, да? Ну, я говорю, что ты, вот, например, ислам критикуешь, да? Ты пойми, я того вещь хочу сказать, что если ты ислам критикуешь, это намеренно делаешь, или ты не нашел истину, и поэтому? Вот это надо узнать. Нет. В исламе я нашел истину и убеждение, то, что ислам это, ну, аморальное и военная пропаганда для бандитской группировки 7 века с их 7 веком представлением, которое позже переросло, когда уже империя была основана, переросло в какую-то имперскую религиозную систему, уже познакомившись с персами, с римлянами, как бы свое тоже надо сделать. Либо принимать что-то, а если ты принимаешь что-то, то ты автоматически идешь, если христианство, то под контроль Константинопольского вот этого епископа он называется, или как он, или римского вот этого папу. Если там зороастризм принимаешь, то там зороастрийского верховного жреца как бы приходится, ну, который, ну, по причине всего этого они придумали именно свой собственный для своей религии инструмент. В общем, у меня есть осознание истинности, что это так. Все, я понял. Спасибо тебе. Мгм. Рома, Ну, можешь задавать вопрос теперь? Приветствую всех. Антитеррор. Такой вопрос, он из разряда фундаментальных.
часто можно было услышать от тебя на трансляциях, что мусульмане поклоняются черному камню, который находится, встроен в Каабу, да? Такой вопрос. В Коране четко, ясно сказано, что Бог является одним единым, и ему нет равных, и нет ничего подобного ему. Не видишь ли ты в этом некое расхождение и противоречие в том тезисе, который ты излагаешь, да, относительно черного камня? Говорить можно все, что угодно. Например, не знаю, ты можешь говорить, что корабль летает как самолет. Но от этого оно все-таки не летает, оно как бы есть корабль и есть. В Коране написано много чего, но по факту это таким не является. Они говорят, что Аллах везде, что Он слышит всегда и так далее. В то же время они говорят, что Он спускается 1/3 ночи, чтобы послушать, вызывает к Нему раб его или нет. Они идут там, крутятся вокруг камня вот этого. Но это настолько древний, первобытный, папуасский элемент религиозности, вероубеждения, веры из каменного века идущий. То есть это настолько... И ты можешь как бы назвать там в Африке, найти кого-то там, которые вокруг огня до сих пор бегают, как-то миллион лет назад, и сказать, что они там веруют в Бога, они огонь там просто бегают вокруг. Но от этого это же не изменится. Они целуют камень, они поклоняются, поворачиваясь к этому камню. Полностью, как бы, если это... Я как сказал, я язычник. Я не придумываю, я не телепат, я не могу смотреть в мозги людей. И мне это не интересно. То, что ты делаешь, это я вижу. И поэтому я и буду тебя судить. А то, что ты там, убивая или насилуя женщину, там себе представлял, что ты ей как-то помогаешь, и себе какие-то аргументы нашел, себя обмануть, но это на меня не влияет. Я то, что вижу, я это принимаю. А то, что я не вижу, и то, чего нет, я как бы не пытаюсь там что-то найти, очистить и так далее. Я вижу человек перед камнем, становится полностью на колени, падает ниц, потом убивают друг друга, чтобы поцеловать этот камень. Для меня, если это не идолопоклонничество, то, извините меня, покажите мне, что такое идолопоклонничество. Вот и все. Следующий вопрос Имрам задает. Имрам, можете задавать вопрос. Антитеррор, у меня к тебе такой вопрос. Вот ты говоришь, что ты язычник, но при этом у тебя есть вообще цель, ты преследуешь цель, чтобы народ объединялся, какое-то единство было? Единство есть, и у каждого осознанного гражданина должно быть как бы единство. Это вообще, я считаю, фундаментально. Я там не учился на политологов, эти все книги я не читал, но я считаю, что по логике в этих книжках должно быть прописано, что каждый осознанный гражданин должен хотеть этого единства своего народа, своей нации, как бы всего хорошего ему, его развития и так далее. Просто я к чему спрашиваю, вот ты же говоришь, что ты язычник, но при этом какой-то конкретный первоисточника язычества у нас как бы нет. Ты вот сам говоришь, что это твоя вера, только ты между тобой и твоим Богом она вот определяется, и ты ее никому другому не навязываешь. Но разве может быть единство, если нету какого-то первоисточника, на котором люди объединятся и скажут, вот это вот правда, вот это неправда? В том-то и вся прелесть и красота язычества. У нас нет религиозных войн и религиозных каких-то
ссор с людьми. Мы язычники, как бы, у нас и многобожие, у нас и единобожие, как бы. У нас много богов, там ты пришел с каким-то Иисусом. Ну и что? Еще один бог в копилке. Пришел с Аллах, ну какие проблемы? Мы отдадим там жертву, в честь твоего Бога без проблем, уважим тебя, угостим тебя, дадим тебе там кров, ночлег, с честью сопроводим тебя. В этом и вся красота. А вот это христианство, ислам и весь этот авраамизм, корень один, ветки разные, и уже 1000 лет мы видим плоды этого одного корня. Вот такое дело. Мгм. Спасибо. Сейчас следующий Мансур будет задавать вопрос. Мансур, можете задавать вопрос? Не, у меня не было вопросов, хотел бы немного поправить насчет того, что говорили там, спускается, поднимается насчет атрибутов Аллаха, что в этом есть хляф, разногласия. Ну, Антитеррор. в Сахих хадисе, если есть разногласия, то я не знаю. Не, Сахих Там хадис есть общее разногласия, кто-нибудь. понимание, там есть разногласия. То есть, как это понимать? Ну да, это как бы, да, это уже подрелигиозные какие-то споры. Это не в моих интересах вставать в какую-то сторону и говорить, нет, это так, нет, это так. Мне как бы, что там сказано, все понятно. То, что там уже пристрастные люди, находящиеся в этой матрице, пытаются как-то себе это объяснить, ну, я не буду на это время тратить. Это не моя проблема. Общим матрицам мне понятно. И чтобы там как по отдельным вопросам не было каких-то разногласий, общую картину она нисколько не поменяет. Добрый вечер. Можно вопрос? Да давай, Дамир, задавай. Антитеррор. Очень приятно вас слушать. Интересно по-своему. Но если мы смотрим язычество, это ведь обожествление сил природы, да? Так получается, что мы наделяем природные силы некоторыми персонифицированными такими силами, которые персонифицированы. Правильно? Вот где в этой системе у вас рамки для вот этого метафизического мышления? Оно ничем определяется? Ну, в моем понимании, оно как бы не обожествляется. Оно принимается как божественное. Не только природные силы, но и самого себя. Все вокруг, что существует. То есть все есть материальное. Да, сегодняшними терминами. Опять же, ну, говорят вот сегодня, да, материальное и нематериальное. Это просто-напросто, скажем так, вымышленное, взятое с головы +1 и -1 формула, которая вообще абсолютно там не нужна. Кто-то просто поумничать хотел и добавил туда, чтобы там красиво выглядело или длинная была формула. Все, что есть, это есть духовное. Все, что мы видим, это есть проявление Божье. И ты, и я, и дерево, и камень, и все вокруг. Оно живет в Боге. Оно все есть Бог. И Бог есть во всем. Вот понимание этого, оно начиналось с солнца. Потому что там первобытные люди там сидели в пещерах, там зверей было много. Вот выходит солнце, оно дает жизнь, оно дает пищу, и оно всеми воспринималось как, ну, в их понимании оно было самым главным. Но потом они поняли, что еще есть главные вещи, потом еще вот это все. Ну, потихоньку оно как бы общечеловеческое, оно эволюционировало. И остановилось у некоторых
2000 лет назад, у других 1400 лет назад. А у меня оно продолжается, потому что у меня нету рамок. Моя вера, язычество, это опять же принятие реальности и не выдумывание чего-то, чего нет. Да. Следующий вопрос буду задавать не верю. Не верю, можете задать вопрос. Меня слышно? Слышно, слышно. Слышно меня? Да, да. Формат сила. Да. Элтуох. Надеюсь, вам стало задрибло. Эндер Даулуш. Мы забываем. Продолжаем. Не верю, вы будете задавать вопросы или нет? Не, он не будет. А, У меня вопрос. В чем смысл жизни? В чем заключается смысл? Смысл жизни, опять же, это еще раз придумывание то, чего нет. Нету никакого объективного смысла жизни. Это опять же усложнение, придумывание и так далее. Черные дыры, теории относительности и так далее, и так далее. Смысл жизни у каждого человека свой. Так было, так есть, так будет всегда. Мы не армия клонов. И никогда не получится из людей сделать армию клонов. Настоящий Бог, который нас создал, этого не допустит. Потому что Он создал нас разнообразными и индивидуальными. И Он в каждом из нас проявлен индивидуально. Следующий вопрос задает, не знаю, там арабскими буквами. Скажи что-нибудь. Андроник, я тебе следующий дам. Сейчас, секунду, брат. Алло, как слышно меня? Хорошо. Задавай вопрос. Антитеррор, вопрос к тебе есть. Как ты определяешь Бога? То есть, кто это такой, по-твоему? Ну, это тот, который мой разум, мой мозг не способен никаким образом, ни на секунду определить. Если если я начну его как-то определять, он тот, кого я буду принижать. Вот он начало всех начал, бесконечная причина всего. В общем, все, что я могу сказать. Следующий вопрос Андроник задает вам. Андроник, брат, задавай вопрос. Андроник? Да, слышно, да? Да. Добрый вечер всем. Антитеррор, по всей видимости, ты смелый человек, я так считаю. А ты пробовал вот так с твоей смелостью Богу задавать вопросы, чтобы он сам лично тебе открыл путь истины, которой нет неправды. Задавался вопросу Богу или нет? Ну, Богу, скажем так. Я поясню, да, вот ты человек, который стоит на распутье, и отчасти я тебя понимаю, потому что ты не знаешь, куда идти. Налево, направо, везде говорят, у нас хорошо. Но ты сам понимаешь, что Бог есть,
и он может тебе направить, управить твой путь. Пробовал просто вот так стать смело и искренне Богу сказать: Боже, ну ты создал мне, ну ты дал мне жизнь, ну и путь укажи, ну и путь покажи. Ну, я такого не делал. Я как бы, у меня такое понимание, что он все мне дал, что просить у него вмешаться в мои мелочные дела, как бы, что я сам должен как бы использовать то, чего он мне, как и всем, дал. Я считаю, что он мне достаточно дал, и я благодарю его, но путь указывать я у него не просил, потому что я этого и не хочу. Потому что в чем интерес будет тогда? Увидел ты путь, и все понял, ты осознал, ты и что дальше? Безмятежная жизнь. Зачем мне это? Мне нравится изучать, мне нравится искать, мне нравится познавать, мне нравится развиваться. И как бы я считаю, что ну так Богу угодно. И ничего у него просить, менять или давать мне что-то, я считаю, это ну, будет неблагодарность. Просто вот такое понимание. Но, в принципе, мне как бы не западло это сделать. Я как бы не задумывался над этим, но один раз, будучи мусульманином, я это делал. Потом мне Иисуса говорили, чтобы там обратился к нему, чтобы он показал себя и так далее, и он покажет. Ну и так я делал. Ну и сейчас могу сделать как бы. Если есть в чем-то путь, обратиться к своему истинному Богу, как бы. Покажи мне что-то, если есть где-то там какая-то истина. Или то, чего я должен делать, как бы обязательно возложенное на меня. Я считаю, что он мне дал жизнь. Вот я здесь. Вот если я здесь, значит, он хотел, чтобы я здесь был. Если он хотел, чтобы я здесь был, и он дал мне жизнь, то там остается только один ответ. Живи. Вот если бы он хотел, чтобы я там о рае, там, о судном дне, о загробном мире думал, вот он меня туда отправил бы. Теперь думай. Нет, я здесь, я в этом мире. А значит, Бог хочет, чтобы я был здесь, и чтобы я жил. Я хочу и стараюсь, точнее, жить благодаря Его за все. Своей жизнью насыщенной, счастливой, каждый момент свой, каждую радость, каждую мелкую радость, испытывая от этого, отдавать, воздавать хвалу этим. Не словами там сидеть, там, хвала тебе, а доказывать это. Как бы вот такое у меня мировоззрение. Да. Кто еще хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимите руки. Или Я, что-то? Да, я так, задам. Да, да. можно, да. Давайте. Задавайте вопрос. Кто задает? Вы. Антитеррор, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, кроме того, что вы хотите излечить свой народ от радикального ислама, какую-то другую систему вы преследуете помимо этого? Нет, но как бы, скажем так, в моем понимании, как бы, мне будет еще лучше, чем ислам будет еще дальше, не гранича, именно оставаясь там, очистив чеченский, скажем так, чеченскую землю, чеченское пространство от ислама, оставлять его в границах. Мне как бы
чем дальше он, тем и безопаснее. Чем дальше я хочу, чтобы он был. Не только дальше. А первопричинная как бы цель не конечная она просто. То есть я после этого там буду еще там что-то делать не в этом плане, а саму планку беру выше. Я руководствуюсь философией, что если хочешь получить то, чего тебе надо, проси больше. То есть вы не боретесь с исламом, а просто помогаете своему народу излечиться от радикального ислама. Я правильно вас поняла? Да, конечно. Да. Спасибо Конечно. большое. Следующий вопрос вперед кита. Наверное, и на нем закончим вопросы. Потом, здесь у меня есть админы. Можно потом дальше просто свободный разговор. Если антитеррор. Будет тебе интересно, здесь многие хотят просто свободно с тобой поговорить. Если ты согласен. Хорошо. Все так. А Феличита, можете задавать вопрос. Добрый вечер. У вас там включен что-то, по-моему. Добрый вечер. Я вот слушаю уже не первый раз антитеррора. Вот сейчас именно в интервью, когда ты говоришь о том, что вот Бог меня создал, я должен быть с Богом, я благодарен Богу. И параллельно ты говоришь о том, что ты язычник, и у нас боги, и наши боги, и Бог там солнце, и того и сего. Так какому Богу? Какому Богу? Если вы верите в одного единого Бога, которого вы еще пока не определили, так как тогда другие боги, ваши языческие? Тогда какую функцию вообще они выполняют? То есть они вылетают. Они, получается, у вас просто выдуманные персонажи. Солнышко, там, дерево, солнце, Может, вода, мне воздух, как ответить, или вы сами будете отвечать? Какой смысл? То есть Бог какой-то определенный должен быть, единый внутри. Да, если То вы есть мне задаете, то я отвечу. Не получается, я сам отвечу как-то на вопрос. Первое, я не говорил, что я верю в единого Бога. В моем понимании, опять же, применять математику к Богу, это, опять же, принижение. Бог скорее бесконечен, чем един, чем один. Он бесконечен. Скорее, это понимание, которое на самом деле наше непонимание, оно применимо к нему, нашим языком. Один, един и так далее, математика к нему не применяется. Я не верю в единого Бога или в одного Бога. Я верю в бесконечного Бога. Второе. Я, опять же, не говорил боги, наши боги, ваши боги и так далее. Я тут как бы поставил язычник сначала. Термин же надо понимать, что это значит. Опять же, язычество – это не христианство. Это просто христианский термин, лейбл, придуманный для тех, кто, как не христианин. Римское, оно пэган. Пэган – это там деревенщина, как бы, корень его. Язычник – это православное от слова язык. Так называли высокомерные христианские, в общем, все эти оккупанты византийские на Руси, которые местных племен называли там. Сам патриарх это, кстати, тоже говорит, озвучивал. Эти славяне это кто там, дебилы, которые там в лесах жили, на непонятном языке разговаривали. То есть взяли и уничтожили язык народа. И дали им какой-то новый, другой язык. То есть все уже. Вот этих людей уже можно считать, их нет. Как бы. И такой лейбл, именно русское слово язычник, оно оттуда корнями идет. Я язычник, потому что я на своем языке разговариваю и буду разговаривать. И как все вот эти люди говорят там с ядерными бомбами,
которые, если их страны не будет, говорят, что нашего мира тоже не будет. Зачем им мир, в котором не будут? Они такие важные, то есть без них мир не обойдется, видите ли. Ну, точно так же и я говорю, зачем мне мир, в котором не будет чеченцев? Зачем мне такое? Поэтому я язычник. Поэтому я разговариваю на своем языке. Я помню свой язык, изучаю его, буду изучать и буду говорить на нем до скончания времен. И никогда не ассимилируюсь. Тем более под такие мифологии. Я сразу поставил точку, что язычество, в моем понимании, это принятие реальности. Мое язычество. Не надо его со всеми вот этими, со всеми локальными, племенными, разными верованиями сравнивать. Язычество это просто лейбл. Я верую как бы в Бога, и я чеченец. И я подхожу под термин язычник, потому что я разговариваю на своем языке. Верю, почитаю своих предков. И все. У меня нет богов. Дамир, а ты будешь заканчивать, наверное, да, уже? Аль-Хадис. Антихадис. Ты будешь заканчивать? Я просто вопрос хотел задать. Его, наверное, нету. Задавай, может, отошел. Да, антитеррор. А вот смотри, иногда, да, можно было услышать от тебя такой нарратив, что, ислам, да, именно арабизировал чеченцев, то есть он узурпировал их какую-то вот самоопределенность, да, и в этой связи, кстати, он связан с твоим предыдущим ответом. Если мы, допустим, обращаемся к Корану, в Коране четко сказано, да, что Бог создал людей разными народами, чтобы они могли познавать друг друга. Вот не думаешь ли ты, что тут как раз-таки наоборот, Коран, он предусматривает сохранение национально-культурной идентичности того или иного народа? Опять же, ислам на Коране не кончается. Ислам, это религия. Это большая религия и со своей выстроенной идеологией, системой, видением будущего, видением в их понимании хорошего конца. И и то, что Аллах говорит, что Он создал народами и племенами, опять же, это мягко говоря, это ложь. Потому что народы исчезают и появляются. И никто их не создает. Их создают какие-то цари, какие-то племена, войны и так далее. Вот американцы 300 лет наций. Аллах их создал. Немцы, шведы, чехи и так далее. Эти народы не так много времени. Кто-то древнее, кто-то новый появляется и так далее. То есть, и все это делает идеологией. Каждый народ создает, уничтожает идеология. А ислам, тут и говорить ничего не надо, просто посмотреть назад, на юг, на восток. И посмотреть на все эти народы, когда-то бывшие, а сегодня ассимилированные, арабоязычная общность, которая непонятно, кто они, какие-то названия им дали англичане, никакой национальной самоидентичности, национальных интересов, еще чего-то они не имеют. То есть это полностью отрезанные от своих корней люди, над которыми кто хочет делает, и никого нет за них ручиться. То есть я такой участи не желаю своему народу.
Я понял. Ну, хорошо, я спорить не буду. Просто, ну, раз уж у нас сейчас свободное общение, я просто хочу сказать, что, наверное, стоит разграничать исторически сложившийся ислам и коранический ислам. И один вопрос мне просто вот в личку написали, попросили тебя вопрос задать. Не знаю, наверное, сами не могут задать. Вот спрашивают, чтобы я у тебя спросил. Спроси, что такое Нохчала и Адамала. Адамала, Адамала, не знаю, как правильно. Ну, коранический ислам, он все-таки, я закончу этот вопрос, он прежде всего, опять же, коранический ислам на Коране не заканчивается, там нету ни молитвы, ни разъяснения огромного количества вопросов. По Корану там, если твоего раба убил, второй суре 176 аяте, по-моему, если не ошибаюсь. Если твоего раба убили, ты идешь и убиваешь раба твоего, того, кто убил твоего раба, а не самого убийцу. Если твою женщину убили, идешь и убиваешь ни в чем не повинную женщину. То есть и разводиться с маленькими девочками. Ну, то есть на одном Коране там вообще, в общем, бессмысленно спорить с коранитом. Для коранита отдельные вопросы, как бы там, почему там Аллах, Мухаммед перепутали Марию, мать Иисуса, с Марией, жившей 1500 лет до Марии, матери Иисуса, сестрой Аарона и Мусы, дочери Амрама. И остальное, и так далее, и так далее, и так далее, в общем. И как бы не хотелось каким-то маленькому количеству коранитов, все-таки ислам, он не предназначен для коранизма, он немного другой, и как бы я понимаю защиту своего именно вероубеждения, также я не могу рассчитывать на коранитов, потому что кораниты это самые нейтральные люди. Нейтральности как бы у меня в моем случае быть не может. Нохчала, Адмалла, Нохчала это Салам алейкум. все качества и тебе того же. Все качества... Али, секунду, дай. Сейчас, Али, подожди, пожалуйста, Али. Нохчала это все качества, которые входят в именно традиции, обычаи, нравственность, мораль, что входит в понятие само чеченец, нохчи, справедливость. Ну, там все хорошее, в общем, против всего плохого. Банально. Все банально, все просто. Справедливость, честность, честь, за свое слово отвечать и так далее. Ну, Это можно, да, как в бы... каком-то смысле сказать, что это нравственно-этический кодекс, основанный на каких-то традициях, ну, чеченского этноса. Да, оно как бы, оно само понятие, оно не национальность, а само понимание, закон, если хочешь зваться, которым ты должен следовать. Ну, такой, само значение слова, как бы, это селекция. Понял. Нехч у нас еще сыр называется. То есть это то, что селекцию делаешь и выводишь из общей массы. Что-то, ну, понятно, да. Угу. Из общей массы какой-то, да, какая-то человеческая масса, ты из них выбираешь как бы. Вот это называется нохчи. Нахчалла. Нахчдахкар. И понятно. Выбираешь ты тех, кто... Они сами выбираются, вызываются как бы. Мы будем следовать этому и будем соответствовать этому. Вот они как бы являются нохчи. Тогда входит все хорошее против всего плохого. Вот Адмалла это человечность. От слова Адам – человек. И человечность. Относиться ко всему живому, человеческим, как бы с пониманием, что его создал Бог. Есть у нас
огромное количество фольклора, легенд и рассказов, которые передаются предками, уважение к окружающей среде. То есть у нас строгий закон был по всей, скажем так, земле, что нельзя живое, здоровое дерево любить. А когда в лес шли, топор прятали в какую-то одежду или в тряпку чего-то. То есть из-за уважения к этим деревьям, чтобы не пугать их. Вот этот топор прятали. Если солдат прятался за лошадь, то они стреляли, чтобы не повредить лошадь. Ну и так далее, и так далее. То есть ко всему относиться как к живому, с человечностью. Что в корне противоречит, кстати, исламу. Потому что в исламе свой, чужой. В исламе есть мусульмане и не мусульмане. И все хорошие мусульмане желают мусульманам только. Когда ты говоришь спасибо тебе, тебе отвечают спасибо всем мусульманам. Или удачи тебе, удачи всем мусульманам. А адмала, оно как бы не разделяет людей. Людей, животных, все живое. Вот что значит адмала. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваша жизнь? Подождите немножко. Здесь Али хотел задать вопрос. Али, Да, задай. у меня один вопрос. Почему вы приписываете ваххабитскую идеологию, например, на мусульман и шиитов? У меня все. Почему я приписываю? Не приписываю. Я просто в сортах не копаюсь. Меня спросили про шиитов, я сказал, как бы про шиизм я ничего не знаю, но это то же самое, что и вот этот суннизм, только в другом понимании чуть-чуть. Ну, И я у с меня вами в не народе соглашусь. шиизма нету, и, следовательно, меня шиизм не интересует. Я не сравнивал шиизм с ваххабизмом. Ну, все тогда. Вот арабскими буквами, которые... Что-то хотели сказать антитеррору. Да. Вот, когда я слушал антитеррора, он сказал, то есть чеченские традиции, они очень похожи, то есть как и европейские, более такие, он сказал. Да, вот все мы это слышали. И как понятно, сам антитеррор, он против детских браков, очень против. Он винит Мухаммада в этом. Но он так подметил, что чеченская традиция, она очень схожа. То есть нормально. Чеченская традиция, европейская традиция. И вот у меня интерес такой появляется. 27 июня 1380 года 12-летняя Мария стала женой. То есть Мария де Бугон. Вот. Это европейская такая традиция была. Десятилетняя Бланка вышла замуж. Десятилетняя Бланка вышла замуж за Людвига. Бланка Бланш первая вышла... Подожди, пожалуйста. Бланка Бланш английская. Ты целую лекцию читаешь. На секунду, подожди. Целую лекцию не надо же читать. Мы тут не собрались читать. Слушать твою лекцию. Вот эта первая 12-летняя кто-то там вышла замуж за кого? За кого вышла? Ответьте, пожалуйста. Да. За кого она вышла? Ответьте, пожалуйста. Ты сказал, европейские, чеченские традиции схожи, нормальные, все, нет никаких проблем. А то, что там вот эта девушка кричит, хайди, дикти, ктуиляй, что-то такое, это мне абсолютно пофиг. Почему не хочет вопросы отвечать? Европейская мораль тут как бы Абу Джафар чуть-чуть свои нейронные связи в голове развей, чуть-чуть
развивай, почитай что-нибудь. Ну, ты слишком туго думаешь. Там он Чикатило что-то в Европе сделал, там, в европейской части, там. Он кто-то там еще что-то сделал. Он чеченец что-то сделал. Он дагестанец что-то сделал. Он араб что-то сделал. Оно же не меняет глубинного понимания этих терминов и не распространяет, не обобщает это на всех. Культура – это в абстрактном понимании, общее, объективное. Если ты не изучал культуру, историю развития людей, появление языка, его развития, расселения людей, то почитай, у меня есть книга «История всего для чайников». Орден Хорса называется. Вот Европа – это кельты, индоевропейцы прежде всего. И почитай культуру индоевропейцев, кельтов, германцев, скандинавов. И почитай чеченскую культуру, которую ты, конечно же, не знаешь, потому что ходишь, надев арабский платок, изъясняешься на арабском, постоянно подражаешь арабам, имя носишь арабское, вот, поэтому тебе не знакомо чеченское. Вот я в этой книге также и чеченское продемонстрировал. Я тебе сейчас начну с кельтами, с германцами и скандинавами проводить параллели, но ты там нигде не подберешься, так что у тебя, в общем, ты, конечно же, пытаешься, но пока что слабо. Тебе нужно, если в чем-то меня хочешь подловить, тебе как минимум надо эту одну мою книжку почитать для развития чуть-чуть. И, я не знаю, шум, наверное, будет. Да ему не откроет этот микрофон. Или раз он... Я знаю Абу Джафара. Тоже прекрасно. Да, Абу Джафар, красавчик. Вообще не сдается. Позорится до конца. Молодец. Уважуха. Чтобы... Есть еще кто-нибудь, что... хотели бы задать вопрос? Вот здесь еще новенький какой-то. Давайте ему дадим. Задавай вопрос. Не, у меня вопросов нет. Я просто в моменте хотел, чтобы авторизировал. Я послушаю. Хорошо. Не верю. Дамир, ты если собираешься заканчивать, заканчивай. Просто можно было просто пообщаться. Не вопрос задать, Да, если, давай, конечно, Пабло так и сделаем. не Давайте против, так, если давай. да, без заругиваний, без этого, просто на доброй волне. Давай это сделаем. Так, хорошо, сейчас я сделаю. Там заключительную часть какую-нибудь будешь говорить? Да, давай заключительную часть скажу-ка. Антитеррор, есть у тебя что-нибудь заключительное сказать? Не, ничего. Хорошо, тогда я скажу-ка. Мне очень приятно, что ты пришел, антитеррор. Было очень приятно тебя послушать. Много чего я понял из твоих слов. Благодарю тебя. Пусть мир будет в твоем доме. И чтобы твои Спасибо. уми, Взаимно. чтобы твои уми тоже был мир в сердцах их. Хорошо.